Опа. Опа. Вон он рыба, ребят. Опять поклевка. Опять поклевка, ребят. О, плотва. Есть контакт. Ух ты. Опа. Еле-еле. Вот, ребят. Вот эта мормышка сегодня работает. Benim ilk gitme şapit gitme. Minä juo. Всем привет из Комы. Как видите, я сегодня на снегоходе. У меня дедобур, ящик, палатка. Сегодня я решил сходить на рыбалку. Первый раз будет такая зимняя рыбалка у нас. Вчера был метель, пурга, но тепло было. Сегодня на улице минус 20 градусов. Вот. Сейчас я буран тут оставлю. Возьму лыжи и где-то еще, от силы полкилометра по реке пойдем. Там уже установим палатку и будем рыбачить. Сегодня будет пробная рыбалка. На улице вообще штиль, полный штиль. Очень хорошо. Птицы поют. Думаю,
для рыбалки самая хорошая погода. Такая сухая, безветренная, морозная. Ладно, давайте сходим. В эту сторону я заезжал на буране в поисках елки. Вот тут озеро, там еще я не смог перейти. Озеро до сих пор все открыто. Опасная зона там. Но я иду по старой лыжне глубоко. Вон там дальше на середине реки палатка стоит. Он там будет до весны стоять. Вот дошли до палатки. Видно, новая палатка. В прошлом году совсем другая была. Малюсенькая, конечно, но лучше, чем на морозе. Мы еще пойдем выше за поворот. Успел заснять. С правой стороны с берега вот поднялись 5 куропаток. Улетели вон туда. Ну вот, ребят, я уже в палатке установил 2 удочки. Сейчас перед всем этим установкам я посмотрел видеокамеру и увидел одного ерша, который плавает туда-сюда. Больше белой рыбы я пока никого не увидел. Прикормил, прикормка по дну лежит хорошо, да, и течение тут. Думал, тут вообще без течения, так как на льду что-то, вода какая-то коричневатая, не знаю от чего это. И так, в принципе, течение хорошее. Ну, посидим, что-то удастся поймать или нет, не знаю. Сейчас надо горелку включить. Ребят, с уловом нас. Первого ельца поймал. Не крупный, правда, но елец. Первая зимняя рыба. Я уже грею палатку, сейчас туман рассеется, палатки. Может, как-то удастся показать, как вообще. Может, кого-нибудь еще поймаем. На такую мормушку взяла вот. Желтый глазик такой и красный опарыш. Ну, с уловом у нас. Не ожидал, что кого-нибудь поймаю сегодня. Что я на камеру пока рыбы не увидел. Ну, сразу тепло стало в палатке. Также покажу, чем я грею. Многие видели, конечно, уже мои подписчики, но думаю, некоторым будет интересно. Смотрите мою конструкцию. Это я в интернете подглядел, не сам придумал. Самое главное, ну вот, там газовый баллон.
ну, как смог, я утеплил. Вот так. Это уже на ваше усмотрение, как утеплить. И горелка обычная. Горелка греет вот эту конструкцию. По-своему можете также сделать. Вот. Это алюминиевая конструкция. Горелка греет алюминиевую конструкцию. Алюминий греет газовый баллон. И такой круговорот. И газовый баллон не остывает. И газ все время работает. Он не будет там гаснуть. Вообще идеально придумано. Для походов, для рыбалки самое это. Опять я наблюдаю видеокамеру, и плотва прошла. Плотва или елец. Но факт, что рыба время от времени подходит. Вот. Попалась вторая рыба, ребят. Елец. Стандарт одинаковый. Вот покрупнее. Ребят, этот уже покрупнее. Немножко, конечно, я прозевал поклевку. Я готовлю третью удочку. И так все спонтанно получилось. Ну, это уже более-менее уже рыба. Здесь контакт. Сразу на две удочки поклевки пошли. Знаешь, где смотреть. Вот такой некрупный. Подход большой. О, блядь, сорвался. Ё-моё, и тут поклевка. Вот это более-менее рыбина была. Спокойно как-то идут. С лункой вообще не трепыхаются. Тоже не крупный. Не крупный. Опа. Опа. Вон он рыба, ребят. Просто потянул, а там рыба сидит. Ё-моё, блин. Надо же так. Я хотел просто лунками поменять удочку. Все запуталось. Капец. Так. Все запуталось. Хрен сейчас, что сможешь сделать тут. Поплавок все запутал, наверное. Все пиздец, нахуй. Все запуталось. Вот это, да, чуть удочку не утащил, блин. Ё-моё, блин. Вот это поклевка. Такой крутой поклевка давненько не было. Не такой крупный, средний размер ельца, но удочку не потащил, в лунку не потащил. Там еще поклевка. Вон, смотрите, ребят. Кругом поклевка. Вот это жесть, рыбалка, блин. Не успеваю. Что случилось вообще, я не понял. Опять поклевка. Опять поклевка, ребят. О, плотва. Первая плотва, ребят. Вон она, плотвичка. Вот. Опять поклевка. Вот тут. Вот. Это уже вообще крупный. Вон он какой крупный. Есть. Опа. Очередной елец. Немножко пришлось подождать. Вон он. Какое-то затишье было.
Одну удочку убрал. С двумя удочками только рыбачу. Хватит. Третья не работает. Желтая мормышка сегодня вообще не работает. Вообще. Вот такой черпак дядя Ваня у Олега. Металлопластик, трубка. И крышка от банки. Ох, я чувствовал эту рыбу, чувствовал. Прям у него уже в пасти это был. Мормышка. Еле. Пришлось долго ждать. Есть контакт. Ух ты. Опа. Еле-еле. Душа в теле. А такой же средненький. Хорошенький. Ельцы, хоть маленькие на вид, они очень мясистые, мускулистые какие-то. Вот рыба вообще офигеть хорошая. Тянет потихоньку, но не берет, он журит. Есть. Опа. Одно удовольствие таскать зимнюю рыбу. Это же одно удовольствие, ребят. Зимняя рыбалка. Хоть мелкая, не крупная, она азарт, интерес. Немножко, ребят, кофе попью. Сегодня кофе взял. Да, ништяк. Хорошо. Ну что сказать. Рыбалка вроде нормально. Рыба потихоньку клюет. Временами перестает, потом подходит, снова клюет. Сидеть можно, рыбачить. Такие печенюшки. Ну и кофе еще. Вот сейчас наконец-то солнце дошло до нашей палатки. Сейчас немножко, наверное, еще от солнца будет греться палатка. А так горелка даже, скажу вам, немножко не справляется. Ну, наверху, вот скажем, тепло в верхней части, а нижняя часть, ну, просто лунки быстро-быстро замерзают. На улице, наверное, примерно минус 25 градусов. Ну так, на ощущение. Может, по градуснику, если посмотреть, по уличному термометру посмотреть, там 20 градусов, а ощущение 25-27. Ну, не меньше. Временами так поддергиваю прикормку. Там банка прикормки повыше у меня. Вот так поддергиваю несколько раз. Ну и чтобы рыбы не расслаблялись. Из банки, так когда дергаешь, свежая прикормка выходит, и чтобы рыба далеко не уходила. Приманиваю так, как могу. Ну еще посидим немножко, как надоест. Ну уже на жаркое набрали уже вполне достаточно. Наверное, десяток уже есть. Сегодня будет свежая рыба. Жареха такая. И свежей рыбы. Поклевка, ребят. Нормально, чай попить не дадут. Опять подошел он. Мелкая, что ли? Чувствовал, но не успел, блин. Но она мелкая все-таки. Крупные так себя не ведут. О, есть. Крупный. Нормальный. Блин, плотва оказывается, вон он. Красноглазик такой. Совсем другие какие-то поклевки у него. Но ходит. Только вот еле-еле душа в теле, блин. О, есть.
не крупный, но очень хитрый, блин. Как будто вот большая рыба так тихо-тихо так пробует. Крупные рыбы вот так же, вот очень тихо, осторожно клюет. Ну а уже если клюнет, так клюнет. Ну, вот это тоже хитрец. Есть. Это быстро. О, такой же санчик. Стандарт. Вон он. Спортивная. Спортивный елец. Самое то. Ребят, беру еще подряд. Возможно, что мелкие вот я заморожу. И если буду подниматься на первую избу, можно взять и закинуть этими ельцами, ну, донки на налима, на щуку. Ох, хитрый такой, блин. Стандарт. Бывают крупные ельцы, бывают такие вот. Чуть меньше среднего. Этот тоже удочка вообще перестала работать. В данный момент только муравей работает. Вот опять пришел. Уходит, приходит. О, это уже ништяк, это уже рыба. Вот он, ребят. Это уже, считай, почти как средний размер. Ну да. Вот, ребят, вот эта мормышка сегодня работает. Вот. Надеюсь, видно. Если сравнить с опарышем, вот такой размер этой мормышки. Такого свинцового цвета, темно-свинцового цвета. Ну, пока работает. У нас не заработала желтая мормышка, белая что-то. Ну, белую запутал. Белая, в принципе, сегодня, думаю, также работает, но еще запуталась. Красный опарыш тоже. Вроде как на красный опарыш в основном берет. Это тоже надо поменять на красный. К сожалению, газ заканчивается. Оказывается, неполный баллон был. И уже начинает гаснуть. Если погаснет газ, тут будет очень холодно. Я уже сюда подошел. Вон он, ребят. Долго выбирал. Ну, хороший действительно. Крепыш. Блин, на красный опарыш. Вот у меня белый опарыш сейчас был. На белый опарыш что-то вообще перестал подходить. В чем разница? Вроде одинаковые опарыши. Даже цвет выбирают. О, есть. Вон, смотри. Сейчас уже покрупнее рыбы подошли. Вон. Тоже крупные. Есть. Что-то. Опа! Чуть не убежал. Ловко я его поймал, ребят. Какой-то шустрый он. Перебор.
обманывает, блин. Который раз уже пытаюсь поймать последнюю рыбу на сегодня. И уже будем заканчивать эту рыбалку. Еще вот хотя бы одну. Принципиально хочу поймать еще одну рыбу. Он мелкий. Поэтому так долго и мучился. Ладно, я его отпущу, и давайте на сегодня будем заканчивать. Вот. Этого пацана я отпускаю. Пускай плавает. Все, хватит. Убираю удочку и будем считать, сколько мы наловили. Эту удочку тоже порвал. Короче, что-то не то происходит. Перебор холодно. Так, давайте посчитаем, ребят, сколько мы поймали. Такие не очень крупные. 2, 3, 4, это уже побольше. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 рыбин. Ровно 20, ребят. Ну что, ребят, 20 рыб поймали сегодня. Ну, неплохой улов. Действительно неплохой улов. Я очень доволен этой рыбалкой. Сегодня будет жаркое. Вот такие ельчики. Вот. Ну, килограммчик примерно будет. Но в основном у нас считаем не по весу, а по количеству штук. У нас так принято считать количество штук. А там уже сами прикидываем примерно, если рыбак скажет, 20 штук уже. Средние размеры уже сами понимаем сколько. Ну тут, блин, целый килограмм. Палатка моментально стала остывать. Все замерзает очень быстро. Все удочки сегодня у меня убитые уже. Вот такая конструкция. Пипец, руки не слушаются, все, я замерз капитально. Остывают руки быстро. Рукавицы надо одеть, перчатки. Вот это дубак. На улице вообще сейчас выйдем, там мороз. Все, руки не чувствуют, не слушаются вообще. Такой мороз, только дома сидеть. Так, прикормку еще надо брать.
такая посуда. Ну вот, ребят, все вещи я собрал. Ну и пойдем по своей лыжне. Погода поменялась. На улице холодно, очень холодно. Солнце спряталось, как ни странно. Ветер. Я недалеко ушел от села. Видно, от котельной труба идет. Ой, вот из трубы дым идет. И юго-восточный ветер. Такие дела. Фух. Рыбаков сегодня нету. Вообще никто не приходил. Лыжи скрипят. Сегодня на своих лыжах пошел. Самодельные мои лыжи. Такой снежок идет на улице. Завтра обещают холодный день. С заморозками хорошими. Ну, минус 30, может выше будет. И опять потепление. Короче, каждый день такие скачки. Всю зиму. Сегодня с утра, когда я завоел буран, короче, у меня не завоился. Качал, завоел, ни хрена не завоелось. Оказывается, ребят, вот эта резинка износилась, она лопнула так. Ну, эта фигнюшка, короче, отошла. Это для того, что если друг вас скинет с бурана или еще какой-то несчастный случай, чтобы автоматом буран заглох. Ну, это надо закрепить себе на руки или еще куда. Вот. И я, короче, крышку снял, и сзади один штекер я, в общем, убрал. Сейчас он вообще не рабочий. А так, в принципе, буран заводится и работает. Только вот эта безопасность не будет работать. Короче, что-то надо придумать. Ну вот, ребят, пока я шел сюда, я немножко согрелся, и руки чуть-чуть тоже согрелись. Будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Вообще рыбалка по нашим меркам это удачная рыбалка. 20 рыб за пару часов поймать, это неплохо. Неплохой результат. Вот. Сейчас я развернусь и поедем домой. В дальнейшем также будут у меня походы. В основном будет рыбалка. Также, может, в ближайшее время, если получится, поедем на первую избу. Вот. Все. Больше добавлять нечего. Хорошая погода, хорошее настроение, хороший улов. Всем также желаю такой улов. И
Ждите новый фильм. Спасибо вам за просмотр и будьте здоровы. А я поеду домой.
со стороны посмотришь, блин, он должен выйти. В реальности ни хрена. Как камень сел. Вообще на сантиметр даже не сдвинуть. Или лебедкой, или еще лопатой поработать там. Но конкретно там я засел, да. Гусеницы крутят. Крутится еще. Не хочет вылезти, блин. Фух. Немножко сдвинуть. Хотя бы на 10 сантиметров. И он выйдет. Проблем никаких. Сейчас отдышусь и немножко снегу уберу. Потом уже будем вытаскивать. Ну вот такая яма образовалась после нас. Фух. Кое-как я вылез. Очень тяжело одному двигать этот буран, когда он полностью сядет в глубокий снег. Так что имейте в виду, кто хочет брать буран, именно буран, вам много раз придется попотеть. И будет вам очень тяжело по глубокому снегу. Это не надо смотреть на то, что которое показывает, как легко буран идет по пухляку. Вообще без этого геморроя вы никуда не доедете. Сейчас меня вот тоже чуть-чуть не вода скинула, думал напрямик там, и потом колею как занесло, и пришлось вытаскивать еле как. Ладно, сейчас поеду дальше. Сейчас уже не спеша по своей буранице не буду рисковать ничего, по своей буранице буду выехать. Снег глубокий и запросто можно застрять.
особенно чекестаны, ülkede stylish-ны, Ну и стали что? это я, бесты сегодня, без чен покоды стату. Это вот bitti. Noktalı. Hayır, konsept bilemedim mesela. Orada şimdi benim Twitter meşabet ettim. Vinayı var. Ayıktan dumbulamışım. Вот и камера böyle işte aynı katta. Böyle de dedim dışarı. Da kaçtı şin yılı şu mesela bir şin. Gaza. Dumbulamışlar. Neyse. Давай.